Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. С 19 по 20 августа в столице республики пройдет традиционное августовское совещание работников системы образования Якутии. Основной темой совещания в этом году станет внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Подробнее об этом мы поговорим с министром образования и науки республики Нюргуной Соколовой. Нюргуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие главные задачи и показатели эффективности ставите перед системой образования в этом направлении на предстоящий учебный год и какие механизмы будут же задействованы? Даяна, вы уже практически анонсировали наше августовское совещание. Это здоровьесберегающие технологии в образовании. Традиционно проводятся августовские совещания, наши расширенные педсоветы на всю республику, и это практика практически каждого региона, в том числе и Министерства просвещения Российской Федерации. Каждый год мы определяем, конечно же, те задачи, которые у нас и в общей государственной политике, и применительно к отдельным направлениям, зная, что имеются какие-то риски, либо проблемные вопросы, которые нам необходимо решать. Так, допустим, в 2024 году Арсений Сергеевич поставил задачу перед системой образования по подготовке кадров для экономики нашего региона. Да? А в школьном этапе и в доп. Образовании, конечно же, это профильное обучение, целенаправленная подготовка наших выпускников, чтобы они могли с уверенностью поступить в выбранные колледжи и вузы, ну а в последующем трудоустроиться. Нужно отметить, что за 2 года эта задача практически решается, и мы видим очень даже позитивную динамику, которая в том числе отражается в поступлении в наши вузы. Сейчас вот практически завершается приемная кампания Северо-Восточного федерального университета, и мы видим, что количество выпускников школ нашей республики подали заявления больше, чем в предыдущие годы. При этом поступаемость у нас здесь по медицинским и инженерно-техническим направлениям из года в год растет. А это благодаря тому, что наши выпускники выбирают профильную математику, физику, биологию и химию. Так, в прошлом году мы ставили задачи перед системой образования – это цифровые технологии, которые бы помогали нашим и управляющим кадрам, да, и педагогам в их повседневной деятельности. Это аналитика данных, это управление на основе больших данных, это применение, допустим, даже цифровых технологий, даже искусственного интеллекта в практике педагога. Да, мы тоже сейчас можем констатировать факт, что есть хорошие проекты и опыт отдельных образовательных организаций, которых нужно сейчас, конечно же, тиражировать. Но есть, конечно, проблемные вопросы, которые мы должны решать. В этом году мы выбрали тему «это здоровье». При этом это не только медицина, профилактика каких-то заболеваний и не только школьников наших, да? Прежде всего мы озадачены кадровой обеспеченностью наших образовательных организаций. Видим, что кадровый педагогический состав, он значит, уже становится возрастным, а сами знаем, что продолжительность жизни значит, продлевается, ну и, соответственно, мы озадачены профессиональным долголетием наших педагогов. Да? И для этого, конечно, тут сказывается и наличие заболеваемости, да, наличие больничных листов у педагогов, у работников в целом. Да? Плюс, значит, это активность, это физическая культура, это здоровье, питание, это в том числе психологический климат в коллективе. Мы озадачены этими вопросами, и в этом году нашим участникам мы предоставим много возможностей изучить опыт и, конечно же, лучшие научные исследования и практики. Программа совещания у нас включает работу по нескольким маршрутам. Так, например, маршрут 1 у нас уделено большое внимание развитию среднего профессионального образования, в частности, кластерам профессионалитета. Расскажите, какие основные вопросы планируется обсудить на площадках конкретно этого маршрута? Федеральный проект «Профессионалитет» – это модернизация системы среднего профессионального образования. Это не только вливание федерального и государственного бюджетов, да, в развитие наших колледжей и техникумов, это в том числе вклад предприятий и организаций в подготовку будущих своих кадров. Так, при этом это и образовательные программы изменяются, и квалификации, и сроки, значит, по потребности самого работодателя.
Предыдущие годы у нас уже есть 4 кластера профессионалитета. Это сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль, это педагогика. И в этом году мы откроем профессионалитет на базе Якутского медицинского колледжа имени Вангродского. И как раз-таки в рамках августовского совещания Дмитрий Афанасьевич представит свой новый проект, каким образом будет изменяться образовательный процесс в медицинском колледже. Ну и, наверное, не секрет, что весной, практически вот начало лета, мы стали победителями, когда 7 наших колледжей и техникумов выиграли профессионалитет в 2027 году, и будущий год практически они будут финансированы порядка на 1 миллиард рублей из федерального, регионального источников и за счет предприятий отрасли. Это большая кропотливая работа, это изменение контрольных цифр приема, изменение программ подготовки, да? Это капитальные ремонты в том числе, да? Но изменение подходов в целом организации учебного процесса, к чему должны быть готовы наши, в том числе и кадры. Да? Поэтому здесь вот предстоит большая работа для того, чтобы в следующем году эффективно реализовать этот проект в этих 7 колледжах. Августовское совещание не обойдется, наверное, да, и без искусственного интеллекта в сфере образования, конечно же. Каковы наиболее перспективные практики внедрения ИИ, которые планируется тиражировать в школах и колледжах республики в новом учебном году? Вот мы начали говорить про колледжи, да? Появились даже новые специальности в высшем образовании и в среднем профессиональном образовании, которые уже начинают реализовываться у нас в республике, в наших колледжах и университетах. Это подготовка будущих кадров для искусственного интеллекта, для применения искусственного интеллекта. Говоря о наших педагогах и управленцах, конечно, мы говорим об бережливых технологиях, да, об эффективности, производительности труда, чтобы вот в бумажной волоките, в этой бюрократии, значит, не потерять время, да, ресурсы какие-то, да, и с применением искусственного интеллекта как раз-таки оптимизировать свою деятельность. Тем самым с прошлого года мы уже в своей работе применяем систему дашбордов, да, панелей инструментов, которые вот как раз-таки являются информационными панелями, где мы видим каждую статистику, количество обучающихся педагогов, возрастной состав, предметные области, да, инфраструктуру видим и можем управлять уже в своей системе благодаря этим данным. Так, теперь, значит, по искусственный интеллект в школе. Сергей Сергеевич Скворцов уже в прошлом году анонсировал, что с этого года в учебном процессе при углубленной подготовке по информатике будет внедрен модуль искусственного интеллекта для школьников. Так, это не массовая подготовка, это вот как раз-таки для тех ребят, которые уже профориентированы и в будущем связывают свою работу с данным направлением. Да? Это и олимпиадные, значит, движения в этом направлении, ну и, конечно, чемпионаты профессионального мастерства. В прошлом году мы апробировали как раз-таки использование искусственного интеллекта в виде цифрового помощника для наших педагогов. Это, по-моему, порядка 1300 педагогов как раз-таки получили бесплатный доступ к этому цифровому ассистенту и смогли использовать его в своей практике. Более 300 активных участников, да, которые практически ежедневно использовали эти ресурсы, и тем самым они облегчают свой труд, когда возможно выстраивать урок, план урока, да, с применением искусственного интеллекта. Наверное, я сейчас, анонсирую то, что будет вот в августовском совещании. Это мы сейчас договариваемся о том, чтобы в нашем сетевом городе, это электронный журнал, который используется в нашей республике, появился такой помощник с применением искусственного интеллекта. Да? Я помню 23-й год, когда я начинала свою деятельность в виде министром, да, и тогда молодые педагоги пожелали, чтобы электронный журнал выставлял оценку практически с голоса самого преподавателя. Да? И теперь технологии пошли вперед, и в этом году мы попытаемся апробировать эти технологии в отдельных школах. И это будет большая помощь нашим педагогам.
Действительно, учителя, наверное, вздохнули с большим облегчением, да. Ну и вернемся к августовскому совещанию нашему. Это действительно площадка, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы в сфере образования и ставятся задачи на предстоящий учебный год. Да, расскажите, пожалуйста, для всех родителей школьников, да, которые интересуются нововведениями в новом учебном году. Программу августовского совещания мы выстроили в 5 маршрутах. Будет очень интересно, думаю, что и в среднем профобразовании, общему образованию, в той части правильного питания, родительского сообщества, даже есть площадки для наших школьников, да, ну и, конечно, физическая культура. Так, значит, при этом это 101 мероприятие, открытое практически для всех в связи с ограниченностью места проведения пленарного заседания, да, там у нас по квотированию, а остальные мероприятия, они открытые, можно записаться. И новшество этого года — это не только сайт августовского совещания, где можно увидеть программу и записаться, да, но и помощник в мессенджере Max, когда можно уже в своем телефоне выстроить себе план посещения наших мероприятий, оставить оценку. Я думаю, что будет всем удобно. А начинаем августовское совещание мы завтра с утренней зарядки в 7 утра на стадионе. И зарядку нам будет проводить чемпион мира Василий Егоров. Здорово. И скажите, пожалуйста, еще, какие практические результаты и конкретные методические инструменты получат уже учителя? Действительно, в разработке проведения этих мероприятий принимают участие наши подведомственные учреждения, это центры региональные, да, и институты развития. Это выработанные методики, это опыт лучших учителей нашей республики, и более того, практически 15 приглашенных экспертов у нас из других регионов и федеральных центров. Будет также представлено Министерство просвещения. Ждем, я думаю, что будет всем интересно. Я тоже в этом уверена, тем более, что у меня мама сама тоже учитель, так что она тоже обязательно посетит августовское совещание, в том числе и в этом году. Ну и действительно программа очень обширная, да, затрагиваются как и тема здоровья, и искусственного интеллекта. Действительно ключевое событие в нашей сфере образования. И спасибо вам, Нургун Афанасьевна, что пришли к нам в гости и подробнее рассказали об этом большом мероприятии. Спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи.